Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. Таджикистан – страна глобальных водных инициатив. В популярных изданиях Пакистана на английском и урду опубликованы статьи под общим названием «Республика Таджикистан является флагманом в области водных инициатив», посвященной глобальным инициативам основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в области водных ресурсов. Тему продолжит Шахло Бердиева. Республика Таджикистан является флагманом в области водных инициатив. Под таким общим названием в популярных изданиях Пакистана на английском и урду опубликованы статьи, посвященные глобальным инициативам основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона в области водных ресурсов. В статьях прокомментированы 5 глобальных инициатив президента Республики Таджикистан в области водных ресурсов. Международный год чистой воды 2003, Международное десятилетие действий «Вода для жизни» 2005-2015, Международный год водного сотрудничества 2013, Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы и объявление 2025 года Международным годом сохранения ледников. В издании подчеркивается огромное значение этих водных инициатив в решении мировых водных проблем. В обобщении статьи отмечено, что инициативы президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, в области водных ресурсов направлены прежде всего на укрепление сотрудничества и регулирование отношений в этой жизненно важной сфере. Прививают новый взгляд на использование водных ресурсов в регионе и мире и прокладывают путь к достижению целей устойчивого развития. Отметим, что в июне текущего года в рамках Душанбинского водного процесса в столице Таджикистана состоится 3-я международная конференция высокого уровня по международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития» 2018-2028 годы. Ранее в Душанбе успешно проведены 2 душанбинские конференции по водному десятилетию действий в 2018 и 2022 годах. В рамках 3-й Душанбинской конференции по водному десятилетию действий правительства Таджикистана нацелено обеспечить платформу для отслеживания и продвижения итогов конференции ООН по водным ресурсам 2023 года. Душанбинский водный процесс – платформа для политического диалога, партнерства и действий. 25 мая – это Всемирный день футбола. Сегодня Таджикистан известен и признан в мире как государство, в котором народ любит и почитает спорт, а также выступает как инициатор масштабных проектов, популяризирующих спорт. Инициатива президента Ассоциации футбола Центральной Азии, президента Федерации футбола Таджикистана, председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе, уважаемого Рустами Эмомали, об объявлении Всемирного дня футбола широко пропагандируется в средствах массовой информации Швейцарии, а также в популярных изданиях Пакистана на английском и урду. Статьи опубликованы под заголовком «Всемирный день футбола». Поддержана следующая мировая инициатива Таджикистана. Инициатива президента Ассоциации футбола Центральной Азии, президента Федерации футбола Таджикистана, уважаемого Рустами Эмомали, об объявлении Всемирного дня футбола широко пропагандируется в мировых средствах массовой информации. В популярных изданиях Пакистана об этом напечатано на английском и урду, а также печатные и электронные издания Швейцарии опубликовали эту информацию. Статьи опубликованы под заголовком «Всемирный день футбола», поддержана следующая мировая инициатива Таджикистана. Напомним, что 7 мая Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об объявлении Всемирного дня футбола, предложенную президентом Центральноазиатской футбольной ассоциации, президентом Федерации футбола Таджикистана, уважаемым Рустами Эмомали. В данной резолюции подчеркивается важность проведения крупных международных спортивных мероприятий в духе мира, взаимопонимания, международного сотрудничества, дружбы и толерантности и без какой-либо дискриминации.
Таким образом, международное сообщество единогласно приняло инициативу президента Центральноазиатской футбольной ассоциации, президента Федерации футбола Таджикистана, председателя Маджлиси Милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан, председателя города Душанбе Рустами Эмомали об объявлении 25 мая Всемирным днем футбола. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хужбах, новости. Республика Таджикистан, признанная в соответствии с Конституцией демократическим, правовым и светским государством, с первых дней государственной независимости создала благоприятную нормативно-правовую базу для многопартийной деятельности. Именно поэтому уже более 3 десятилетий политические партии действуют по нормам равноправия и вносят значительный вклад в развитие различных сфер страны. В такой благоприятной атмосфере 11 мая текущего года Демократическая партия Таджикистана под руководством первого заместителя председателя партии Ахмедшоха Кумирзолда провел свой внеочередной съезд. Принимая во внимание, что согласно заключению Политического совета Демократической партии Таджикистана, деятельность партии в период 2022-2024 годов признана неудовлетворительной, предложено внести изменения в руководящий состав партии. В этом контексте делегаты съезда предложили на должность председателя партии кандидатуру 3 человек – Шахбози Аброра, Джабора Юлдошева и Ильосидина Сайджафарова. Ильосидин Сайджафаров добровольно снял свою кандидатуру. Из общего числа 94 делегатов 64 проголосовали за Шахбоза Аброра и 8 за Джабора Юлдошева. Таким образом, по итогам открытого голосования Шахбози Аброр был избран председателем Демократической партии Таджикистана, набрав наибольшее количество голосов. Также по предложению делегатов съезда и по итогам голосования Ахмадшох Кумирзолда избран первым заместителем, а Зухро Мирзоева заместителем председателя Демократической партии Таджикистана. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!